Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Елена Черкова. Как, в общем-то, и всегда. Как Руслан последние Валиев, Елена Черкова, Никита Полянин. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться, если присылаете нам именно смс-ки. И трансляции у нас на Ютубе и на Фейсбуке запущены, нас там можно смотреть. Ну, первым делом хочу поблагодарить всех тех, кто принял вчера участие в дилетантских чтениях. Я напомню, в гостях нашего города были Евгений Ройзман и Максим Гурников. На мой субъективный взгляд, все прошло очень хорошо. Тем, кто не успел попасть вчера на дилетантские чтения или просто не захотел, сразу хочу сказать, что мы продолжим эту практику. Приходите на следующее наше мероприятие в обозримом будущем. Я думаю, очень скоро мы проанонсируем новую тему, новых гостей. И, в общем, будем, я надеюсь, радовать всех наших слушателей и не только этими мероприятиями. Сразу хочу сказать, проанонсировать, что сегодня во второй половине дня в программе «Персонально ваш» после 15 часов в гостях нашей студии будет политолог Станислав Белковский. Он же сегодня вечером проводит свое мероприятие «Лекторий. Прямая речь» в гостинице «Уралтау», здесь же в Атоле. Собирает, опять же, тех людей, кто хочет послушать его лекцию. Но для наших слушателей, опять же, эксклюзивно его интервью в прямом эфире на частоте 91,1 FM. А сегодня в нашем эфире, как обычно, будет обзор прессы. Мы послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с Евгением Ройзманом. Он вчера был в гостях нашей студии. Поголосуем. И во второй части поговорим о культуре. В гостях нашей студии будут руководитель и главный режиссер Татарского национального театра имени Галиаскара Камала. Поэтому вопросы нашим гостям вы также можете присылать уже сейчас по номеру +7 927 304 1051. А начнем мы с обзора прессы. Сегодня у нас газеты и сайты. Пресса с доставкой на дом. Ну, раз газеты, давай с газеты и начнем. Есть у нас бонусы. Здесь два больших материала, на которых, как мне кажется, стоит обратить внимание. Первый материал — это, естественно, текст Рамиля Рахматова про Сибай. Как власти Башкирии реагируют на бедствие Сибая. Называется он так. Тут такой анализ достаточно объемный, да, он про все, и про то, как местные власти отреагировали на проблему, и когда они, собственно, начали реагировать. И вот Рамиль пишет, что, по словам властей, они якобы с ноября знали о том, что в Сибае в этом карьере началось тление и началось выделение вот этого диоксида серы в воздух, но и как местные власти говорят, они вроде как и занимались даже этим уже, но просто проблема-то в том, что более-менее громко об этом стали говорить через месяц, только в декабре, и то сначала СМИ, а уже потом подключилась-то и местная власть, и республиканская. Ну, как это у нас бывает, хотели как это бывает между часто, собой. Да, мы не знаем, как на самом деле происходило, но то, что видим мы, действительно показывает, что вот месяц просто никто ничего не делал, никто никак не реагировал. Собственно, об этом Рамиль пишет. Есть здесь еще позиция самого УГМК, Учелинский горно-обогатительный комбинат, которому, собственно, и принадлежит вот этот сибайский карьер, и сибайский филиал УГМК там работает. Есть их позиция, есть позиция республики, довольно комплиментарная, я бы сказала, по поводу того, как Ради Хабиров на это отреагировал. Здесь написано, что он там и раскритиковал работу Минздрава, что он министру поставил 2, потому что там не хватало врачей. 2 врачей заболели, я напомню, буквально пару недель назад, и там не хватало врачей, люди жаловались, что не могут на приемы попасть. Есть, конечно же, и про то, как реагируют люди, местные жители в Сибае, и тут и про обращение к Путину, и про то, что активистка из Уфы Диана Демидова, которая туда приехала, вот к ней якобы прицепились, как пишет Рахматов, полицейские. Ну, про то, что протест вот этот более-менее так прошел, но тоже, опять, что власти-то не сильно обрадовались этому протесту. Да, о том, как они не обрадовались, мы даже фрагмент послушаем. В общем-то, ничего нового, конечно, но такой достаточно комплексный анализ того, что происходило, то, что мы уже имеем на сегодняшний момент. Еще один материал тоже Рамиля Рахматова, хочу на него обратить внимание. Он тоже начинается на первой полосе. Кто снимает сливки с бизнеса по замене лифтов в Башкирии? Если сразу перелистнуть на 4-ю полосу, увидим фотографию Ростислава Мурзагулова внезапно и его фамилию. В общем-то,
Полностью перечитывать, конечно, сейчас текст не буду. Речь идет о том, что у нас, как говорит Рамиль, идет такая некоторая война между компаниями, которые занимаются поставкой, заменой, оборудованием и вообще работой лифтов в республике, что они там друг с другом не могут поделить рынок. И по данным Рахматова есть некоторые люди, которые вот в этом во всем замешаны. Ростислав Мурзагулов является братом одной из генеральных директоров одной из компаний. Но здесь есть пометка. Дальнейшее мы просим считать пока исключительно нашей версией. То есть, конечно, не утверждает он это прям вот огульно, но тем не менее, прям фотография тут есть, смотри, в обнимку стоит. Ростислава. Да, ну, как бы пишет, что вот это Елена Балашова, которой 22 года, она стала генеральным директором АО РКС, вот она сестра Ростислава Мурзагулова. Есть еще здесь, конечно, текст про тарифы ЖКХ, мусорную реформу и рост НДС, о чем болит голова россиян. Что у нас тут на сколько процентов выросло, что на сколько процентов подорожало, тоже такой вот небольшой анализ можно посмотреть. И очень коротко скажу, есть интервью с главным ветеринарным врачом Башкирии Азатом Зиганшиным по поводу животных, по поводу прививок, чипирования безнадзорных животных, как вот это все у нас теперь будет происходить после новых принятых законов. Так, я обращу внимание на материал на «Коммерсанте». Большинство депутатов Госдумы от республики поддержали проект об изоляции российского интернета, а именно 12 из 15 депутатов, которые представляют нашу республику, проголосовали за этот законопроект. Все 11 депутатов, соответственно, от «Единой России» это сделали. В общем, перечислять их не буду. А также член ЛДПР и один человек, это Иван Сухарев. При этом два депутата, Гаджимурат Амаров от «Справедливой России» и Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы», не голосовали. Против проголосовал только коммунист Александр Ющенко. Господин Ющенко, как обычно «Коммерсант» формулирует свои обращение, выступавший на сессии, обосновал свою позицию тем, что проект слишком неоднозначный. Это цитата. «По защите непонятно чего, непонятно почему, непонятно от чего». Слушай, а ЛДПР же вроде как решили, что не будут поддерживать этот закон. Ну, это как Жириновский же говорит, что бывает. фракция не будет голосовать вообще, потому что они не поддерживают этого. В результате один Жириновский голосует против, когда он об этом говорит, а вся фракция дружно голосует за. Класс. И это, кстати, не в первый раз. В итоге этот закон был поддержан в первом чтении 334 депутатами Госдумы. Ну, практически, да, чуть ли не 80%. Вчера на «Медузе» был, или вчера, или позавчера на «Медузе» был материал по поводу того, что у нас теперь получится реально, как в Китае фаервол опустится и будет исключительно российский сегмент интернета. Там вот есть достаточно подробный анализ того, как это все будет происходить, что там, в принципе, VPN все эти работают прекрасно, и ничего не изменится, по сути, если вы хоть немножечко умеете пользоваться компьютером. Ну, кстати, некоторые эксперты говорят, что есть шанс, что денег на это просто не хватит, и поэтому ничего не изменится. Поживем, увидим. Еще одна статья, которую хочу обозреть, это медиакурсеть «Возвращение домой». Уфимка с детьми 5 лет провела в плену у талибов из-за мужа. Гульфия Баширова из поселка под Уфой, значит, история о ней. Изначально источником информации явился канал НТВ. Оказывается, супруг позвал жену, тогда еще с 2 детьми, якобы в Турцию. Однако уже на тот момент примкнул к движению «Талибан», которое запрещено на территории РФ. Семья приехала в Афганистан, где провела там несколько лет. 5 лет Гульфия провела в плену. Женщина родила еще 2 детей. Вскоре мужа террориста убили, а она с детьми по горной дороге пешком пошла в Кабул. Чудом женщине и детям удалось спастись. Ночевала она в пути в заброшенных домах. Семью забрали в итоге дипломаты, которые выехали на внедорожниках с погонями и преследованием. Просто прям сюжет фильма, да, на самом деле. Но обошлось, в итоге она вернулась в Россию. Есть еще у меня один материал на «Коммерсанте», что сделал, что смог. Называется «Реакция чиновников Сибая на загрязнение воздуха признана бездействием». Сибайский городской суд вчера опубликовал мотивировочную часть решения по административному иску местной прокуратуры городской администрации. Этот иск был принят 6 февраля. Прокурор Сибая Асхат Тукумбетов, действуя в интересах неопределенного круга лиц, попросил признать незаконным бездействие местных чиновников по информированию населения о загрязнении воздуха вот этими серными выбросами из карьера. Заявление
Так, с заявлением они обратились 15 января, через 1,5 месяца после того, как вот в социальных сетях как раз началась вот эта вот информация о том, что в Сибае смог и серный запах. В иске прокурор упоминает эти жалобы как раз в соцсетях, а также сообщения в СМИ о том, что граждане направляют обращения в различные органы о наличии в воздухе запаха серы и сильного тумана, першения в горле, кашле и ужасном едком дыме. Как следует из решения суда, прокурорская проверка установила, что в декабре у администрации Сибая уже была информация о вредных выбросах, однако ничего они не сделали. Ну и в продолжении темы, значит, «Коммерсант» о том, как Роспотребнадзор запросил у пермских ученых оценку рисков ситуации в Сибае для населения. Значит, заниматься этим, оказывается, будет Федеральный научный центр медико-профилактических технологий Управления рисками здоровья населения, который находится в Перми. Значит, об этом сообщил Евгений Степанов, руководитель Роспотребнадзора, да, по республике. И, значит, именно вот после этого, видимо, станет ясно окончательно, да, насколько это все вредит здоровью и насколько ситуация является неблагоприятной с экологической точки зрения. Есть у нас еще минуточку буквально. Давай. Скажу про материал на портале УФА-1. Называется 10 Years Challenge. Как изменилась власть в Башкирии за последнее десятилетие. Редакция ufa1.ru сравнила лица тогда и сейчас, и, в общем, сделала такое небольшое сравнительное видео. Нужно пояснить, что в Инстаграме сейчас идет челлендж, вот этот, 10 лет назад, да, и люди показывают фотографии свои, какими они были 10 лет назад, и какие они есть сейчас. И вот УФА-1, например, сравнивает глав региона. 10 лет назад был Муртаза Рахимов, сейчас Ради Хабиров. Такой перепрыгнули через Рустема Хамитова. А по поводу мэров Уфы тоже был Павел Качкаев, стал Ульфат Мустафин. Тут есть фотографии. Но самое, конечно, прекрасное — это председатель Курултая республики, потому что 10 лет назад и сейчас у нас Константин Толкачев. Здесь так и написано: Константин Толкачев и Константин Толкачев. Бессменно возглавляет Курултай уже при 3-м руководителе региона. Здесь не только, кстати, главы, здесь есть еще и, помимо Константина Толкачева, такой же бессменный человек — это Талгат Таджудин. Он-то работает с 80-х вот, Динар Гильмудинов и Динар Гильмудинов, разумеется. По поводу МЧС еще здесь есть Марат Магадеев и Марат Латыпов поменялись. И поменялся у нас министр внутренних дел. Был 10 лет назад Игорь Алешин, сейчас Роман Деев. Ну, так, ну забавно довольно. Друзья, сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш». Напомню, что в гостях нашей программы вчера был Евгений Ройзман. У башкир есть один очень серьезный плюс. Они с большой любовью относятся к своей земле. На самом деле я с таким сталкивался еще, знаете где? В Финляндии. Что процветание Финляндии в первую очередь строится на том, что финны очень любят свою землю. Поэтому, даст Бог, все будет хорошо. Ну, кстати, не все башкиры так считают. Многие считают, что сейчас, стремясь сдавать ЕГЭ, условно говоря, да, школьники учат русский язык, не изучают родной язык, соответственно, забывают его, и дальше все. Смотрите, ну никуда от этого не денешься. Я вот сейчас просто, я приехал читать лекцию по Александру Македонскому. Империя была гигантская, Александр заходил очень быстро. Все местные элиты переживали, что греческая культура оказалась гораздо привлекательнее, особенно для молодежи. Представляете, там еврейские такие старцы с такими бородами, у которых единобожие, храм, и вдруг видят, что их молодежь начинает голыми соревноваться. Потом вдруг увидели, что театр появился греческий. Это же, это была такая трагедия для многих народов. Но тем не менее, это была культура. Появилась Александрия, это один из мировых культурных центров, и туда потянулись. И, конечно, все местные национальные элиты по этому поводу очень переживали. Но в конце концов потихонечку встраивались, но от своего-то тоже не отпустились. Потому что и был Египет, и была Иудея, и была Персия. Вон Иран, все равно они наследники. То же самое Египет, это целая цивилизация, она сейчас вскрывается и вскрывается. Поэтому существуют определенные законы. Насколько ты любишь свою землю, насколько она у тебя в душе и в груди, как ты сумеешь детям передать. Все зависит от тебя. Но все равно эллинистический мир создал свою вселенную только за счет культуры. Только за счет культуры, потому что оружие многие заходили, где они все сейчас. Поэтому культура — это основной момент адаптации вот такой в окружающем мире, и я считаю, что башкиры здесь выглядят замечательно. А на ваш взгляд, должно ли этим заниматься государство, например, на уровне субъекта федерации, или это должно исходить от культурных слоев, от элит, условно говоря? Я думаю, что какое-то направление задают элиты, и все, что касается культуры, конечно, государство должно поддерживать, потому что культура... Командная работа. Да. Задача общая, потому что все мы — это огромная цветная мозаика, и нельзя ни один цветной камушек из этой мозаики потерять.
Иногда говорят, что очень важные связи между народами – это связи торговые. Но представьте себе, изменились караванные пути, изменилась конъюнктура, и о том, что между народами были торговые связи, через 5000 лет какой-нибудь археолог Черепок покажет, скажет: смотрите, какие связи были крепкие. Или второй пример, говорят, что очень нужны связи политические между народами. Да нет проблем, вон были какие крепкие политические связи. Кто помнит пакт Молотова-Риббентропа, просто целовались, а потом вектора развернулись, и война на уничтожение. Даже эти политические связи, они какой-то особо серьезной роли не играли, это кратковременная история. А вот культурные связи, это самые надежные, оказываются, самые прочные связи. Их вроде и руками-то не потрогать. Культурные связи между народами — это личные симпатии между людьми. И их невозможно навязать сверху, их невозможно придумать. Это именно искренние такие связи. И вот никакая политическая ситуация не может это разрушить, никакая торговая ситуация не может это разрушить. Один из самых ярких примеров — это Грузия, где вообще нет памятников Ленину и Сталину, все срыли, нет надписей на русском языке, но есть памятники Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, и грузины с удовольствием поют песни на русском языке, и к русским, что бы то ни было, относятся хорошо, потому что это симпатии между народами. Политики могут как угодно там что-то натворить, обделаться, а симпатии между народами остаются. И вот эти связи оказываются самыми прочными, и вот за эти связи имеет смысл бороться. Как обычно, все с себя начинается. А как же Украина? Вот ровно то же самое. Есть какие-то вещи, которые политики могут что угодно, отморозки там могут что угодно, но между людьми вот это ощущение, пусть оно сейчас болезненное, оно все равно остается. Но один из самых, конечно, больных вопросов. И вот для всех нормальных людей есть вещи, которые не дадут переступить черту. То есть на уровне властей и на уровне халуев оно может вспыхнуть что угодно, на уровне народов это будет удерживаться. Это был Евгений Ройзман в программе «Персонально ваш». Этот эфир вы можете посмотреть на нашем сайте ХМСК-УФА, также на нашем канале в Ютубе и в Фейсбуке. Но мы меняем тему сейчас и послушаем еще один отрывок. Это «Мэр Сибая». Да, давайте сразу послушаем, потом продолжим эту тему. Мне больше всего обидно, как я, как житель Сибая, здесь родился, здесь моя семья, здесь мои родители. Понимаете, вот обидно за то, что пытаются какие-то непонятные люди, которых к Сибаю даже отношения не имеют, на этом сделать какой-то имидж, пиар-компанию свою. И особо больно, когда столько делается сегодня республикой, да, у нас врачи здесь, Радик Фаридович здесь, еще нигде глава республики не был столько раз, да, ведь, переживая за судьбу нашего города. Сегодня делаются объекты, которые у нас стояли, они сдвинулись у нас. И вот на этом фоне, да, ведь, при такой поддержке со стороны республики, кому-то это, видимо, не нравится. Кто-то хочет вытереть об этом ноги, понимаете? Рустем Авзалов, глава администрации Сибая, высказался вот в таком духе на сходе, или как это, совещание, получается, ну, это, было? Да, там очередное какое-то собрание граждан. Это, кстати, очень небольшой фрагмент его выступления, значит, вы слышали, да, в общем, его тональности, его отношение к тому, как вообще жители реагируют на то, что происходит в Сибае, и, соответственно, по поводу того, как они отреагировали, записав обращение к Путину и вообще выйдя на митинг. Я еще процитирую несколько слов из его выступления, где он отозвался о том человеке, который начал вообще эту запись к Путину, обращение. «Этот козел стоит на нашей Сибайской площади и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы это был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел. Пусть не лезет со своим уставом в наш огород», сказал Рустем Авзалов, глава администрации Сибая. В связи с этим, друзья, хотели бы мы у вас спросить, поставив вопрос на голосование. Если вам, в принципе, понятна позиция Авзалова, он, по большому счету, может быть, даже прав, власти делают действительно все возможное, а кто-то зарабатывает на этом политические очки. То есть вам его позиция близка в чем-то. Голосуйте по номеру 262-72-47. Если вы считаете, что это абсолютно неприемлемая риторика, за такое нужно нести ответственность, такие люди вообще, в принципе, не должны работать во власти, голосуйте по номеру 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47, номер телефона для тех, кто
если не разделяет, но хотя бы в чем-то понимает позицию мэра города, который раскритиковал тех людей, которые вышли на площадь, обратились к Путину, поскольку власти Башкирии действительно делают многое, стараются решить проблему, а тут пришли какие-то люди, которые, возможно, и с неоднозначной репутацией, скажем, да, если взять на веру то, что он говорит. Поэтому, в принципе, вам позиция понятна. 262, 72, 47. Нет, это абсолютно неприемлемая риторика. Неважно вообще, кто вышел на этот митинг, люди действительно страдают. Власть не имеет права так разговаривать с людьми, поэтому после этой истории мэр должен понести ответственность, там, как минимум, уйти в отставку, а может быть, даже более серьезную. 262, 72, 48. Мне хочется ставки делать, знаешь, уйдет или не уйдет, прям на деньги поспорить. Ты знаешь, вот у нас таких случаев, когда, казалось бы, точнее, человек не должен уйдет, уйти в а отставку. уйдут ли его? Да, но у нас ведь не принято так, ни на местном уровне, ни на региональном, ни на федеральном уровне. Вот эти истории, как правило, ничем таким не заканчиваются. Это вот история прям от какого-то, знаешь, от бессилия, серьезно. Это как в интернете, когда тебе нечего сказать оппоненту, вот докопайся до правописания. Вот серьезно. Ну, то есть вот давай вот сейчас мы будем покопаемся в прошлом кого бы то ни было и скажем, а он жену бьет. А вы вот его тут слушаете и на митинге с ним выходите. Да камон, ребят, ну серьезно, там дышать нечем, проблема экологическая катастрофа уже фактически, а вы тут вспоминаете, кто кого бил и кто там уголовник, а кто нет. Между тем, у нас есть голоса, и я напомню номера телефонов 262 72 47. Вы разделяете позицию Авзалова, потому что действительно он во многом прав. Республика старается. 262 72 48. Ни при каких обстоятельствах подобные слова использовать нельзя, общаясь с населением, с людьми, и вообще в принципе использовать это нельзя. Так, ну это что? Язык мой, враг мой, как говорится. Ну, вот может быть, не сдержался, мне да, кажется, ему запретили из города выезжать, нервы, как говорится, на пределе, вот и сорвался, в конце концов. Ему там не нравится никак Епарову, знаешь, не дышится там хорошо и свободно. Что, будем итоги подводить? Да, подведем итоги. Давай, останавливаем голосование, голоса допадали. 23%, кстати, поддерживают, говорят, что, в принципе, возможно, у него были на то основания. 77% считают, что это ужасно и так делать нельзя. Мы уходим на новости, вернемся после них. — 7:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На Эхе Новости. Президент Молдавии откажется подписать указ об отзыве посла из России. Игорь Додон сказал об этом ТАСС, комментируя соответствующую просьбу МИД республики. Внешнеполитическое ведомство попросило парламент отстранить дипломата. Не уточнив причины такого решения, запрос должен быть принят на очередном заседании, а после отправлен на утверждение главе государства. Ранее российскому послу в Молдавии вручили ноту протеста из-за задержки встречи кишиневской делегации с пилотами, спасенными из плена в Афганистане. Оппозиционный парламент Венесуэлы назначил руководство нефтяной госкорпорации PDVSA. Также сменились члены совета директоров ее дочки в США, Citgo Petroleum. По данным Рейтер, команда Хуана Гуайдо, объявившаяся временным президентом страны, будет поручать новым топ-менеджерам специальные задания для обеспечения оперативного и финансового контроля над компанией. Напомню, ранее США наложили на PDVSA санкции. Таким образом, Вашингтон старается надавить на Николаса Мадуро, чтобы тот объявил проведение досрочных выборов в Венесуэле. Бывший мэр Нью-Йорка, по некоторым данным, потратит $500 миллиарда на борьбу с Трампом. Американское издание «Политика» со ссылкой на членов Демократической партии США пишет, что либо эти средства будут направлены на избирательную кампанию самого Майкла Блумберга, либо же он поддержит утвержденного кандидата от демократов. Все усилия будут направлены на то, чтобы Дональд Трамп не смог избраться на второй срок. «Политика» уточняет, что $500 миллионов – это не максимальная, а минимальная сумма, которую намерен потратить Блумберг. Для сравнения, президентская гонка 2016 года обошлась Трампу примерно в $300 миллионов. Бразильские власти примут меры, чтобы избежать повторения ЧП с прорывом дамбы. В интервью телеканалу «Рекорд» глава страны сказал, что в стране более 1000 подобных плотин. Все они должны работать в соответствии с правилами безопасности. Обрушение дамбы на одном из горнодобывающих предприятий Бразилии произошло в конце января. Огромный поток грязи обрушился на близлежащие дома. По последним данным, жертвами ЧП стали 165 человек, еще почти столько же числятся пропавшими без вести. Власти считают, что большое количество погибших связано с тем, что в момент прорыва плотины не сработали сирены тревоги.
На Камчатке сильный ветер выбросил автомобиль на встречную полосу. 1 человек погиб, приводит данные ГИБДД «Интерфакс». ДТП произошло утром на одной из федеральных трасс. Из-за сильного бокового ветра машина пересекла сплошную линию и столкнулась с встречным микроавтобусом, а затем с грузовиком. Как сообщалось, к югу от Камчатки подошел Тихоокеанский циклон. По данным гидрометцентра, порывы ветра в регионе могут достигать 24 метров в секунду. Ученые пытаются отстоять финансирование российского космического телескопа «Спектр-М». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли, срок запуска аппарата, который должен был продолжить работу другой орбитальной обсерватории, может быть существенно передвинут. Вопрос пока окончательно не решен. В защиту телескопа готовы выступить несколько нобелевских лауреатов. О погоде сейчас в Москве минус 7 градусов, пасмурно, давление 750 миллиметров ртутного столба. Днем в столице ожидается от минус 3 до минус 1, переменная облачность без осадков и гололедица. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1... Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Потребительский кооператив «Семейная копилка» – легкая и приятная возможность пополнить ваш бюджет. Программа накопительная. 18% годовых сроком на 9 месяцев. Подробности по телефону 347 287 1247. Проспект Октября, 117. Минимальная вносимая сумма от 15 тысяч рублей. Максимальная – 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос 100 рублей. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Членский взнос 20 рублей в месяц. 15 февраля вместе с гостями студии «Эхо Москвы» в Уфе, директором студии групповых тренировок Get Bet Айратом Гильмановым и фитнес-директором Алексеем Сулеймановым обсудим фитнес-тренды 2019 года. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Министерство природы России обвинило Учелинский горно-обогатительный комбинат в плохом мониторинге ситуации на Сибайском месторождении. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по сложившейся ситуации. При проверке Росприроднадзором деятельности Сибайского филиала УГОК выявлено, что компанией не были приняты меры по предотвращению самовозгорания и минимизации загрязнения атмосферного воздуха, угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, что привело к возникновению социальной напряженности в городе. Как сообщает Идель Реалии, предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства. В настоящее время ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности. Напомню, на этой неделе стало известно, что работы по подтоплению карьера планируется завершить к 20 марта. Житель Уфы отправился в колонию за взятку приставу и попытку хищения 45 миллионов рублей. В суде установлено, что летом прошлого года он вместе с пособником предоставил в Калининский районный отдел судебных приставов исполнительный лист с фальшивыми сведениями о взыскании с управляющей компанией в пользу коммерческой организации свыше 45 миллионов рублей. А также, представившись вымышленным именем, уфимец предложил приставу взятку 50 тысяч рублей за помощь в взыскании этих денег и неуведомление должника об этом. Как сообщает прокуратура республики, пристав заподозрил неладное, когда заметил, что решение арбитражного суда распечатано на листе мирового суда. Сотрудник службы приставов сообщил о действиях мужчины правоохранителям. При передаче взятки уфимца задержали. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Министерство транспорта России планирует выделить Башкирии 2 миллиарда рублей на строительство моста. Об этом в соцсетях сообщил временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров. Он встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече было решено в скором времени начать строительство вставки между Старым и Новым Бельским мостом с дальнейшим их объединением. Также Радий Хабиров обсудил с министром продолжение проспекта Салавата Юлаева с выходом на Бирский тракт. По словам руководителя региона, это может качественно изменить трафик значительной части Уфы и не только. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, слабый ветер, вечером снег. Температура воздуха от -7 до -11 градусов. Сейчас за окнами ясно, 10 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валиев, Елена Черкова за микрофонами. Что-то я сегодня не путаю, где я сижу. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Писать нам можно еще и в Телеграм. А почему нам нужно писать? А потому что мы не одни уже в студии. У нас сегодня в гостях представители соседней нашей республики, Татарстана, а именно директор башкирского... Прошу прощения, Татарского академического театра имени Галяскара Камала. Ошибочка такая по Фрейду. Доброе утро. И главный режиссер того же театра Фарид Бекчантаев. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну, собрались мы здесь не просто так. Сейчас театр Галяскара Камала гастролирует в нашем городе. И вопрос первый, ну, наверное, такой простой. Когда, кстати говоря, впервые театр Камала приехал в Башкирию с гастролями? В 20 веке точно я могу сказать. А вот год, я молод еще, чтобы это было еще в советское время или уже в 90-е? Конечно. Нет, ну надо дать дань тому театру, в котором мы будем играть сегодня. А где вы, кстати, играете? В театре НУР. То есть актриса, которая играла еще в начале 20 века и стояла у основания татарского театра, она переехала в Уфу и создала вот этот театр НУР в 19 году. Да, в 19 году. То есть 100 лет назад, получается? Да, получается так. А при этом вашему театру чуть больше 100 лет, насколько я понимаю? 114 уже. 114 уже. Слушайте, а правда, что достаточно долго не пускали вас, не приглашали вас с гастролями в Башкирию? Вот когда это у нас было? Последние десятилетия. Нет, это было не последнее десятилетие, это было где-то... В 90-е, в начале нулевых. Да, 90-е годы, когда... С чем это было связано? Ну, как с чем? С тем, что творилось вообще в стране. Вот, когда все хотели, ну, идентифицировать себя. И, да. А был ли обратный процесс со стороны Татарстана, скажем? Башкирские театры тоже не могли приезжать в то время? Или они, в принципе, не Ну, ездили? на самом деле, такого явного, отчетливого противостояния не было. Между театрами тем более не было, потому что мы продолжали приезжать сюда, к нам приезжал Башкирский театр. Такого не было противостояния. Это было... Больше, я даже больше думаю, национально-политический такой и вопрос. финансово даже. Даже есть, так. да, ну, когда в 90-е годы, когда выпускали спектакль, тоже тяжело на бартерной основе. То есть приехать, когда страна переходила на рыночную экономику, это тоже большое влияние имело, поэтому просто не было возможности финансов. В последнее время, если я правильно понял, вы каждый год приезжаете уже, да?
Нет, мы в 2 года раз. В 2 года раз, ага. На сей раз гастроли с какой программой, на сколько дней? Расскажите коротко для слушателей, которые, возможно, не в курсе и сейчас будут рады, скажем, да, поучаствовать в них. Мы с 14 февраля в 19:00 начинаем, и заканчивается гастроль 20 февраля в 19:00. То есть сегодня начало? Да, сегодня начало, старт. Что ставить будете? Какая программа? Программа очень насыщенная. Сегодня еще, кстати, День влюбленных. Хочу всех радиослушателей поздравить с этим праздником. И мы тоже начинаем свои гастроли как раз в этот день красивый. Аташ Менганчитенга взлетел петух на плетень сегодня вечером в 19 часов в театре Нур. Завтра же у нас будет на Кисамбет классик Меркейбелен Айсолу как раз вот про любовь. Такую трагическую любовь. Трагическая любовь. Да. Потом на малой сцене уже, можно сказать, наверное, нашумевшийся спектакль, фестивальный спектакль «Кильмешек». Тоже про любовь. Тоже про любовь. Пришлый. Мы вернулись 11 февраля буквально из Индии. Мы играли в Дели и в Варанаси. Этот спектакль пришлый, да. До этого в Китае играли. Саха-Якутии и так далее. Нет, подождите, давайте здесь остановимся. Там вы играете на татарском. Естественно, а субтитры какая-то идет? На английском, да. И как принимают там? А в Китае на китайском. Как принимает публика там? Замечательно. Это же фестиваль, поэтому там собирается определенная категория зрителей, которые ждут и заранее готовы. Нет, это очень интересный опыт. А, кстати, вот во время гастролей по России, в частности, в Башкортостан, публика это все-таки татароязычная или тоже она бывает очень разной? Преимущественно? Я думаю, разная, но преимущественно, конечно, татароязычная. То есть по России, потому что татароязычные, понятное дело, куда бы мы ни поехали, они везде... Тянется. Они везде нас встречают, где бы мы ни были. Мы приехали там в Якутию или там в Хакасию. Но хоть 5 татар они встречают. Даже в Индии с Альметьевска. Даже серьезно? В Индии, да. Один вдруг из Альметьевска человек, мы в конце спектакля, он громко крикнул там по-татарски. Рахмат. Да, он, в посольстве работает. Вот по поводу репертуара такой вопрос. В принципе... А он не договорил. Я еще не договорил, да. Параллельно с пришлым спектаклем, который состоится на малой сцене театра Нур, вечером 19 часов 16 февраля также комедия Киляева тоже по любовь. Вызывали. 17 февраля 19 часов будет спектакль Тормош Мабу, и это жизнь. Это номинант Золотой маски в 6 номинациях. Вот. Потом у нас 19 февраля снова Аташ Менганчитенко взлетел петух на плетень. И закрываем гастроль 20 февраля Бию Перье, очарованный танцем. То есть мы привозим все последние премьеры 2 лет. Вот вы сказали Турмуш Мабу, то есть номинант Золотой маски. Правильно ли я понимаю, что эта постановка, она такая, более серьезная, что ли, да, с каким-то таким вот социальным подтекстом? Да, да. Ну, правильно сказать. Вот, и в связи с этим вопрос. Вот в наше время, да, так сложилось, что государство все чаще там через Министерство культуры вмешивается или пытается вмешиваться в искусство, да. Национальный театр на себе это как-то ощущает? Или это все-таки история такая больше федеральная, да, там главных государственных театров и, соответственно, там кинематографа? Больше в Москве все. Ну, я не могу так сказать, потому что этот вопрос задавали неоднократно. Я не хочу выглядеть таким как бы патриотом своим, только лишь патриотом, но это правда, это факт. К нам никаких со стороны бюрократических никаких там аппаратов не было никогда. То есть у вас достаточно давления не было, недостаточно. Даже не про давление, наверное, речь, а вот пожелание. А вот почему бы вот не сделать такой акцент, да, такую-то постановку не использовать, а вот это вот, может быть, вот не стоит. Вот это лучше вообще не ставить, как Тангейзер, например, тот же. Да, нет, у нас, слава богу, пока на нас нет такого, не влияет. То есть нет. Но есть в основном, вы понимаете, дело же, кто вообще все это затевает? Ведь затевают не чиновники, а затевают те же коллеги по цеху. Вот же что беда в том, что... То есть у нас, например, сейчас началась возня с драматургами. Драматурги очень активно начали предъявлять свои права, что мы их не ставим, что мало ставят. Вот и они начинают.
Угу. То есть на свои же коллеги, да, ага. Это всегда, кстати, так и было. Всегда так и было. Мы, конечно, придумываем себе историю, что чиновники, но капают же им, они же сами не ходят в театр, они не видят, они не знают на самом деле. Но ведь среда такая, смотрите, то есть как бы одно дело капать, другое дело реагировать на это. То есть если это не попадает в благодатную почву... Как сейчас же такой закон есть, на все мы обязаны реагировать. Насколько ваш театр свободен в выборе постановок, в выборе работ, вообще в своей работе? Ну, есть у вас ограничения какие-то? Вот что у вас внутри, сейчас построю правильное выражение, внутри театра есть какие-то рамки, за которые вы не пойдете? Авторов, каких вы не будете ставить, пьесы, какие вы не будете ставить, темы, которые вы не будете никогда ставить? Есть, мы же национальный театр, поэтому у нас очень плотно, я бы сказал, контакт с нашим зрителем. Мы, в принципе, понимаем, что мы можем, что нежелательно. А что нежелательно? Ну, огромная часть, большая часть нашего зрителя все-таки они исповедуют ислам. Вот, поэтому там есть определенные ограничения. Ну, то есть это происходит на уровне все-таки самоцензуры, да? Да. Официальных никаких нету распоряжений. То есть самоцензура как таковая, на ваш взгляд, она в последние годы в целом, если не говорить даже про национальный театр, в целом по стране она увеличилась? Ее влияние, скажем так? Она будет увеличиваться. Почему? И хорошо ли это или это плохо? Ну, конечно, это нехорошо. Я считаю, это нехорошо. Кто-то считает, что да, давно пора опять вернуть вот это все. И худсоветы, и худсоветы — это все-таки официальная цензура, а у нас самоцензура сейчас. А вы о самоцензуре? Да, самоцензуре. Но она всегда есть. Это, в первую очередь, любой художник, у него собственный как бы цензор сидит внутри. Только он сам может решить, что вот это вот хорошо, а это вот получилось, а это не получилось. Это стоит показывать, а это не стоит показывать. Слушайте, а есть моменты, когда перестраховываетесь излишне? Вот не знаю, есть какая-то тема, да, и хочется ее поставить, но вот думаете, а если поставлю, а вот вдруг там что-то, не знаю, там закон какой-нибудь опять, там 282-й тот же, да, привлекут, нет, лучше не буду. Вот такие моменты бывают, когда... Нужно понимать для тех, кто не видит трансляцию, что наши гости сидят и тычут друг друга пальцем и передают эстафету отвечания на вопрос, никак не могут определиться. Ну так что, как у вас с этим? Перестраховка есть? Но опять же, она перестраховка не в плане перестраховка, того, что которая закон, зависит от там, повестки сегодняшней, зная, что происходит в стране, зная, что очень все закручено. Понимаете, здесь даже, я бы так сказал, невозможно предугадать, какой закон выйдет завтра. Поэтому если мы будем замыкаться этими, то есть как бы стараться предвидеть государство или законотворческие организации нашей страны будут какой-то выпускать закон, мы не сможем работать. Поэтому мы обычно, сильно на этом не замыкаемся. Естественно, там вышел закон о, курить нельзя, да? Возрастной ценз надо ставить. Да, мы эти соблюдаем. Но вообще это серия компромиссов, она неизбежна. Это серия компромиссов. Весь, в общем-то, государственный репертуарный театр, они строятся на этом. И вот Фартрап, как обойти и сделать его, самортизировать так, чтобы этот компромисс не был таким жестким. То есть все-таки вы почувствовали на себе, что так или иначе в последние годы стало чуть-чуть сложнее работать, чем, например, работалось 15 лет назад? Больше каких-то вот таких рамок. Они каких-то таких неофициальных, может быть, не прописанных четко, но их количество растет. Я думаю, это больше касается, вот опять я киваю в сторону директора, больше законодательства такого экономического характера. Мы тоже наверняка от этого немножечко зависим. Но я, например, на себе этого не чувствую. Если что касается меня, нет, сложнее с каждым годом работать, это да. Вот вы сказали, что все-таки есть, да, некие ограничения, поскольку большая часть аудитории исповедует ислам. Но какие-то попытки, может быть, робкие, да, вы делаете в своих постановках, чтобы где-то хоть как-то спровоцировать, эпатировать публику? Может быть, не на уровне там каких-то... Естественно, вот этот спектакль и эта жизнь, которая на Москву, он достаточно так... Есть какие-то темы, которые поднимались еще в начале 20 века реформаторами нашими, которые реформировали образовательную систему.
Вот там есть очень острые вопросы, которые сегодня, мне кажется, актуальны. И с этого спектакля было так, что представители религиозные, они вставали, уходили. А что за вопрос? Что им не нравилось? Ну, надо посмотреть, вы посмотрите, как... Нет, дело в том, что там ставился вопрос вообще, насколько это... то есть внешне некое какой-то рост и внутренний рост. То есть одно дело поменять реформу, но возможно ли поменять... То есть вы же по истории понятно, всего за 5 лет произошел огромный какой-то скачок в обществе, в татарском обществе. Но внутри человек не поменялся. И это такой вопрос. Вот сейчас очень много всяких перемен, но человек остается пока все тем же, и вопросы внутри у него все те же. Понятно. Как говорит вот лауреат премии Станиславского международного театрального Фарид Равкач Бекчентаев, про спектакль не рассказывать, надо его смотреть. Ну да, здесь Ну, нельзя это не понятно, согласиться. да. Конечно, конечно. Ну, не можем не спросить, следите ли вы за делом 7-й студии и Кирилла Серебренникова? В курсе истории наверняка? Конечно. Ну там хочешь не хочешь приходится. Вот и поэтому как раз вопрос, все хочу разобраться сам для себя. На ваш взгляд, может ли театр работать без наличных денег? Ведь именно обналичивание бюджетных средств меняют им. Или это, в принципе, нормальная практика? Да, вот как администратор. Ну, по законодательству это сейчас сокращается. Да, было раньше больше налички. Сейчас все переводится, естественно, безналичный расчет. Мы и сами, и население тоже к этому привыкает. То есть у всех карточки, и зарплатные карточки, и пенсии приходят на карточку. Это да. И пособие на карточку. Все. То есть государство переводит на другую как бы логику. Естественно, можно. Почему нельзя? Можно все, но надо приспосабливаться. Естественно, какой-то закон. Это же не только... Я по поводу этих наличных, безналичных денег разговаривал с зарубежными коллегами. Они говорили, да, у нас это происходило в течение 3 лет переход на безналичный расчет. У нас это в течение года. То есть быстро-быстро, да, ускоренно. Год, там, в день. Все, вы переходите на эту карту, а теперь на мир переходите. Вот, то есть... У меня в портмонете там 5 карточек. Что делать с ними? Снимать оттуда деньги. Ну, понятно. Покупать. Ну, вы согласны с тем, что такой переход, он усложняет творческий процесс, когда нужно вопросы по-быстрому решать? Я не знаю, там... те же самые декорации, там, не знаю, костюмы. Приспособиться можно ко всему. Можно, да? Можно. Ну, по большому счету, все так работали, как они. Ну да, ну просто, понимаете, есть привычка. Как раньше работаю, когда я пришел 6 лет тому назад директором, мне тоже говорили, вот мы раньше так делали, вот мы раньше так делали. Приходилось ломать, ну сейчас по-другому будем делать. И, естественно, и люди привыкли, и, в принципе, приняли для себя. И сам привыкаешь, и надо периодически форматироваться. Как сказал покойный директор, который 30 лет тоже руководил театром, Шамиль Зинович Закиров, я помню четко его слова, он говорил, надо каждый день меняться, Ну, если мир меняется, почему нам-то стоять не меняться? Да, есть сложности. Это сложность из-за того, что мы привыкли к чему-либо. Нажимать на одну кнопку. Ну ладно, сейчас будем на 2 кнопки нажимать. Что же делать? Конкурсы, аукционы и так далее, так далее. Есть такие вещи. Но мы поняли, допустим, проводим аукционы, и аукционы они приводят к снижению цены и реальной снижению. И экономия остается, и экономию мы можем использовать на что-то другое. Видите, как хорошо. Ну, справедливо ли, на ваш взгляд, вот подобное преследование за эти хозяйственные вопросы? Ну, кто-то не успел вовремя перестроиться. Это их проблема, естественно, есть. Но надо перестраиваться. Надо. Если требует это времени, если требует это законодательство... Если вообще, я иногда говорю, если не нравится как бы здесь эти законодательства, можно уехать, жить в другую законодательную среду. Вы же спросили о Ну да. Нет, там же, конечно, вопрос не в этом, совершенно не в этом. А в чем же тогда все-таки? В другом. В другом. В позиции. Да. В той самой цензуре или отсутствии о ее. наличном трате денег. Просто это всегда очень странно выглядит. Единственное, один Кирилл Серебренников, остальные все такие быстро перестроились и как-то так. Он один бедный не перестроился и всех обворовал. Давайте номер для смс-ок напомним. +7 927 304 1051. Нам тут прям приходит сообщение про Ройзмана, но почему-то нет сообщений про татарский театр. Вопросы задавайте, друзья. Для публики, возможно, неожиданная тема, на которую мы сейчас обсуждаем.
Еще один вот как бы важный вопрос, который хотелось задать. Как вы оцениваете вообще проблему сохранения национальных языков? Ведь само существование национальных театров, оно, в принципе, невозможно, да, если национальные языки не будут сохраняться. Количество носителей языка будет уменьшаться. А ведь многие сейчас беспокоятся за это, потому что обязательное изучение того же татарского, башкирского языка отменено. Мне кажется, что здесь дело самих носителей. Это очень важно. Потому что все носители, они как-то так... Мы в том числе, да, мы успокоились, думали, о, как хорошо все. Не тут-то было. Надо было до всяких этих принятий законов и всего остального думать об этом, мне кажется. И сейчас вопрос самих носителей. Насколько сейчас они смогут отстоять этот вопрос. Как они смогут внедрить. Понимаете, потому что действительно это серьезная проблема. Одно дело в семье там разговаривают, но ведь... А что делать дальше с этим языком? Ну, в театр пойти послушать это. А дальше? Поступать в высшее учебное заведение, язык не нужен. Да. Ну, короче, он в быту на уровне кухни, к сожалению. Как дальше? Вот, литература на татарском, например, на языке. Но она не только на татарском, но и на русском сейчас плохо читаема. С литературой вообще проблема. Ну вот по поводу жителей Казани, как бы лично у меня так сложилось, да, что все нормально говорят прям на улице, да, идут, и там совершенно спокойно, и что молодежь говорит об этом. Вот. А как это стало модным? Почему это стало модным? Потому что нам сказали, все, хорош, забудьте про язык. И тут все сразу все вспомнили. Про него, про язык. То есть это когда вам что-то запрещают, у нас наоборот обратная реакция возникает. Ну, получается, в этом смысле, как бы, жители Татарстана, Казани непосредственно, они решили эту проблему сами, да? То есть, как бы, самоорганизовались, и этой проблемы стали говорить просто на языке. Да, но это началось раньше гораздо, до всяких законов, на самом деле. Да. Ну, эта проблема, правда, она одним каким-то предложением, одной передачей в 20 минут о ней очень сложно говорить, потому что надо начинать гораздо раньше. Потому что 90-е годы, когда в 91-м году, в 92-м году, в 93-м году, когда у нас Конституция своя появилась, когда парламент свой появился, естественно, языковой вопрос возник, и, естественно, у нас 2 государственных языка стало. Вот, и тогда волна поднялась, и молодежь заговорила, и мы стали свободнее со своим языком, как-то его приняли. Это же абсурдно звучит, мы собственный язык приняли. Вот, и началось. И вроде как бы все было хорошо да гладко, а оказалось не все гладко. Я татарскую гимназию закончил в Набережных Челнах, но он до сих пор гимназия татарская. Ну что ж, время нашего эфира подходит к концу. На этой оптимистичной ноте поблагодарим наших гостей. Это директора театра Галяскара Камала Эльфира Якупова и главного режиссера Фарита Бекчантаева. Спасибо вам, желаю вам удачных гастролей. Ждем на гастрольные спектакли. Спасибо всем нашим слушателям, кто был с нами, и до свидания. До свидания.